Небольшие курганчики и норы. Так выглядит поселение грызунов в сельхозкооперативе АМА. Место выбрали удачное – сельхозполе. Здесь тепло и сытно круглый год. Как раз сейчас прорастает озимая пшеница. На нее мыши уже повадились. Правда, аграриям не до веселья. Они не успевают устраивать приманки около нор, чтобы спасти будущий урожай. На данной площади еще в прошлом году проводились химические обработки. И в этом году мы видим результат проведенных химических обработок. С хозяйственных угодий в нашей республике максимальное нарастание, распространение вредоносности с превышением экономического порога вредоносности, образование новых колоний. Вот на данном участке есть очень много, образовались новые колонии, есть поврежденность. Вот на данном поле более 10%. И представляете, если с каждого поля до 10%, если у нас будет поврежденность, какой урожай мы потеряем. Озимо-колосовых культур. Под урожай 2023 года в Ингушетии засеяли 28,5 тысяч гектаров озимых зерновых, из которых 15 тысяч пшеница, 8 тысяч ячмень, остальное рапс и зеленый корм. Мыши-полевки заполонили в основном плодородные земли Сунжинского и Малгобекского районов. Совместно обследовали посевы с сельхозцентром. Обстановка по республике была такова, что мы обследовали где-то 18 тысяч гектаров, из 18 тысяч гектаров было заселено 13 500 гектаров. Милые и маленькие, они могут нанести серьезный урон урожаю. Грызуны съедают корма за сутки в 2, а то и в 3 больше собственного веса. Они быстро плодятся и активны круглый год. Мышевидные грызуны – это многоядный вредитель. Развитие и распространение у них каждые 3 месяца. Каждые 3 месяца у них по 5-8 детенышек. И эти по 5-8 детенышек опять в дальнейшем развиваются и распространяются в течение каждых 3 месяца. В данном участке мы считали колонии, в одном колонии по 25-30 жилых нор у нас доходит. В одном колонии. А на этом поле где-то 16-17 колоний. Вот считайте, сколько это. За многотысячелетнюю историю борьбы с грызунами человек в этом деле значительно преуспел. Если раньше от непрошенных полевок избавлялись с помощью яда, теперь на помощь приходит биологическое оружие. Впрочем, спасают сельхозугодия целым комплексом мер. Мы обработали где-то 5600 гектаров. 5600 гектаров. Мы основном работали химическими препаратами, изоцином на приманки готовили. Приманки из расчета 5-6 кг на гектар. В масштабе химические и биологические препараты совмещать. Мы еще должны думать о своей фауне, флоре. Обработки проводить по рекомендации, по инструкции. И надо обязательно соблюдать инструкцию применения препаратов. У нас еще в республике отдельные хозяйства сами готовят приманки. Я бы хотела бы им порекомендовать, что при приготовлении приманок они обязательно соблюдали инструкцию готовки данных приманок. Это чтобы получить лучший эффект, должный эффект. Лесополосы, пастбища и поля, теплая и умеренно влажная погода создали идеальные условия для роста популяции вредителей. Как говорят в Минсельхозе, подобные нашествия грызунов уже бывали ранее в регионе 5-6 лет назад. Мышей было очень много. Средний порог, экономический порог на гектаре составляло 300, 350 до 500, до 600 доходило на одном гектаре. Это массовое заселение у нас было по мышевидным грызунам, но мы все равно очень много приобрели приманки, готовили хозяйство, брали сельхозцентр и проводили эту работу. Ну, мы сейчас даже не сидим, обследуем поля зимой, и сейчас еще будем продолжать работать. Состояние озимых у нас нормальное, есть хорошие, есть удовлетворительные, плохих у нас таких нету. Минсельхоз держит ситуацию с нашествием грызунов на контроле. Они отслеживают популяцию вредителей. По рекомендациям специалистов, многие местные аграрии продолжат обрабатывать свои угодья, чтобы защитить урожай. Тамара Хшагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.